Аушев Абубакр один из самых наших лучших учеников школы, гордость нашей школы. Вот, и который, я надеюсь, что будет в следующем году уже стипендиантом московским и бесплатно обучается на льготных условиях в нашей школе, потому что мы лучших учеников обучаем бесплатно. Замечательно. Для нас это честь. Спасибо. Поздравляю. Абубакар Аушев уже год обучается в школе искусств, рисует картины. Впервые об этом опасном вирусе 21 века он услышал там и узнал, что заразиться можно самым безобидным образом. У Абубакара быстро зародилась идея нарисовать картину, которую он назвал «Сестричка». Он изобразил девочку, сидящую за столом и мечтающую стать врачом, чтобы помогать людям быть здоровыми. Картину Абубакара признали лучшей на выставке, посвященной борьбе со СПИДом. Я очень рад, что получил первое место, и очень рад, что мне присудили эту грамоту. Я благодарю всех и своего учителя Муса Яхьевича за то, что он оценил мою работу, присудил мне первое место в этом конкурсе. Выставка как нельзя лучше вписалась в заседание общественного совета. Как отмечают сами педагоги, дети с раннего возраста, приобщенные к правилам здорового образа жизни, не перейдут черту. Через искусство они учатся нести ответственность за каждый свой шаг и бороться с такими недугами. Дети подошли по-своему к этой теме, и они больше выразили мысль о том, что они за здоровый образ жизни. Что некоторые из них выбирают заведомо, что надо бороться с этой болезнью и с болезнями вообще. Бороться может только врач. Поэтому выбрали некоторые работы с изображением именно будущей определенной профессии врача. Об эпидситуации в регионе рассказал главврач Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом. По словам Луизы Бекмурзиевой, несмотря на все проводимые профилактические мероприятия, процент вновь выявленных случаев с каждым годом растет. Главврач также отметила важность антиретровирусной терапии, благодаря которой на сегодняшний день у ВИЧ-инфицированных родителей родилось более 300 здоровых детей. Очень большое значение нужно отдавать антиретровирусной терапии. Конечно, много побочных эффектов. Это тяжело переносится. У них идет такой тяжелый период адаптации. Обычно это бывает в течение месяца. Но зато плюсов очень много. Это новое качество жизни, это удлинение жизни, скажем так, и получение здорового потомства. СПИД – неизлечимый недуг, и единственный способ уберечь себя от него – профилактика. Прежде всего, нужно вести здоровый образ жизни. Немало случаев, когда люди намеренно распространяют болезнь. Заключаются браки, в которых один из супругов не знал, что второй заражен. А между тем, намеренное заражение СПИДом другого уголовно наказуемо, со сроком лишения свободы до 8 лет. Лоббирование нашего проекта добрачного обследования – это основной конек профилактики. Почему? Потому что очень многие молодые люди не знают о том, что они ВИЧ-инфицированы. Может быть, если бы человек знал бы о том, что он ВИЧ-инфицированный, он бы хотя бы предупредил, будущую свою супругу. У нее должно быть право выбора. Несмотря на то, что эту болезнь впервые выявили несколько лет назад, она успела стать проблемой глобального масштаба. Жертвой жестокого недуга может стать каждый. Конечно, наука старается во благо человечества, но совершенно очевидно, что для борьбы с инфекционными заболеваниями необходима систематическая работа медучреждений, духовенства и общества. Мака Кельматова, Сурху Кусиев, Новости 24.